Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире национального телеканала программа «Главное». Очередной выпуск программы мы посвятили Году театра. Итак, мы сегодня расскажем, чем будут удивлять наши театралы зрителей, что будет происходить на подмостках Ингушетии, и я представлю участников нашей программы. Иса Чехкиев, художественный руководитель Ингушского государственного драматического театра имени Базоркина. Муса Хадзиев, директор Ингушского государственного театра юного зрителя. И Муртаз Азиев, директор студии театра и кино «Берт». Мака Куртоева, начальник отдела искусств и досуговой деятельности Министерства культуры и архивного дела Ингушетии. И Зара Базоркина, художественный руководитель Русского государственного музыкально-драматического театра. Приветствую вас в студии нашей программы. И мы вас. Конечно, для вас каждый год – это год театра, но тем не менее, наверное, подготовлена в этом году особенная программа для ваших зрителей. Наверное, для начала поговорим с представителем профильного ведомства. Расскажите, пожалуйста, Мака Юсуповна, какие планы на год театра у Минкульта Ингушского? Театр начался в нашей республике 13 декабря, как и во всех регионах Российской Федерации предыдущего, в 2018 году. Это была торжественная церемония, которая увенчалась премьерным показом спектакля «Ганс» Ингушского театра имени Базоркина. Вот. И в текущем году мы запланировали ряд мероприятий, которые, я думаю, что будут интересны и зрителям, и нашим театралам, потому что они будут стараться, чтобы как-то и удивить, и разнообразить свою программу. Ну, среди мероприятий, которые особенно хочется так вот выделить, я бы сказала, что в план входит это постановка новых спектаклей, конечно же, их 7 новых спектаклей, каждый театр задействован. Я думаю, что коллеги, которые здесь сегодня присутствуют, они об этом скажут. Вот. Кроме того, это гастрольные мероприятия, это выпуск программ с участием бесед, творческих, в том числе наших деятелей театров в течение года, встречи со зрителями, выездные или, вот как я сказала, на радио, на телевидении. Вот. Потом к этому можно добавить то, что у нас запланированы были на этот год и уже состоялись выездные мероприятия в домах культуры, муниципальных домах культуры. Это была целая программа, цикл выездных мероприятий. Он успешно завершился, был посвящен 75-летию депортации ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию. Самое большое крупное мероприятие общероссийское – это театральный марафон, который начался в этом году во Владивостоке, где-то с января-февраля месяца, и завершится в Калининграде. К нам эстафета придет где-то в сентябре-октябре. Вот. И, естественно, мы тоже примем на своих площадках наших соседей, которые покажут свою программу, фотовыставки, творческие встречи, мастер-классы проведут и так далее. И самый такой, я думаю, важный вопрос для театральных деятелей и для театров вообще – это поддержка материально-технической базы, оснащения наших театров. Очень важный вопрос. Где-то порядка 38 миллионов денежных средств заложено на этот год для поддержки именно творческой деятельности и материально-технической базы театров. Я думаю, что все это будет успешно реализовано. Есть крупные проекты, которые будут осуществлены, мы надеемся, успешно при поддержке федерального центра. Это проект этнокультурный театральный такой проект «Легенды гор», я думаю, тоже об этом сегодня скажут. И «Ломанцей» – это фестиваль театров кукол. Тоже такой очень довольно-таки интересный такой проект, который, в общем, прошел и экспертизу на высшем уровне и так далее. Вот. И еще одно такое крупное мероприятие – это фестиваль национальных театров.
федерация. Он пройдет в городе Грозном. Там нашу республику будет представлять Ингушский театр и драматический театр имени Базоркина. Вот, в принципе, мне кажется, затронула наиболее крупные такие вот мероприятия, которые должен охватить год театра в нашей республике. Но сейчас у меня будет такой общий вопрос для всех вас. Иса Абдулович, начнем с вас. Вообще год театра, он больше предназначен для вас, как для профессионального сообщества, как вы думаете, или же все-таки для зрителей, для жителей? Я уверен в том, что это для всех нас, потому что заслужить слово «год театра», был год литературы, а сегодня мы добились того, что наш театр все российские признают во всем мире. Это известная организация, и поэтому это общий праздник, праздник души наших зрителей, театров. Вот мы и ждем этого праздника и для себя, и для всех нас, потому что мы не можем работать без театральных деятелей, без нашего зрителя. Общий праздник. Мы будем стараться показать самое лучшее, что мы можем делать, и не только здесь. Мы будем выезжать сегодня, уже завтра начнем выезжать по регионам и представлять Ингушетию на лучших форумах, всероссийских форумах театрального искусства. Ну, по ходу программы мы будем показывать видеоматериалы. Сейчас хочу представить вам один из них. Это постановка по мотивам легендарного произведения «Из тьмы веков». Зару Хасан Хаджи, Наси, коварный Гайтамир и, конечно, Калой. Настоящий лидер способен выстоять в борьбе с несправедливостью, с притеснением богачей и властей. Защитить не только свою семью, а своих соседей и всех несправедливо обиженных. Эти качества истинного джигита Рахманбека в который раз примеряет на себя. Ведь по-другому сыграть персонажа из легендарного романа эпопеи Идриса Базоркина невозможно. Если был бы в этой роли либо другой национальности человек, ему было бы очень сложно перевоплощаться. А здесь наш народ, наши обычаи, наша кипящая кровь, от этого никуда не деться, ты в этом уже родился. И чтобы влиться в роль, понять эту жизнь, почувствовать, прочувствовать, становится легче. Действие романа охватывает последнее десятилетие 19-го, начало 20 века. На примере судеб героев раскрывается история ингушей и чеченцев. В то же время передается вся стойкость, смелость, мудрость и вера народа в светлое будущее. Сюжет повествует о становлении личности, борьбе характеров, условиях значимых исторических событий. По всем законам спектакля, присущим ее героине Зару чертам, сдержанная и грациозно на сцену выходит и Лейла Наргиева. Этот первый актерский опыт для нее оказался настоящим уроком жизни. Роль Зару полностью противоположна мне, и очень было сложно вжиться в эту роль. И, можно сказать, на репетициях я еще полностью не могла ее почувствовать, Зару всю. А уже в Москве, когда был мой первый дебют, я ощутила полностью всю ее боль. С текстом проблем у меня не было, у меня были проблемы с чувствами. И особенно финальная сцена с мамой, когда Зару проклинает свою маму в Атазе. Эта сцена для меня очень сложная. Наблюдать за тем, как мужественно Калой добывает шкуру медведя или соперник Гайтамир сватает его возлюбленную, ингушской публике не впервой. Но в этот раз знакомая история предстает перед зрителями в непривычном жанре. Визитную карточку республиканского театра модернизировали в мюзикл. И герои легендарного романа впервые запели. Внесены в спектакль вокальные номера и элементы хореографии. Музыка тоже написана специально к постановке. Это была очень громкая премьера. Каждый раз представление проходит с аншлагом. Знаю людей, которые не раз и не два посещали это представление. Как вы думаете, Зара, в чем секрет успеха? Ну, во-первых, сам роман, само название говорит за себя. А второе, это, естественно, всех заинтересовало то, что это музыкальный спектакль. Это тоже немного непривычно для нашего зрителя, в принципе, для самих актеров. И третье, это, конечно, наши известные вокалисты, ребята, которые были известны вне театра. Это Лемочка, Рахман. Конечно, это вызывает у людей дополнительный интерес. А как же теперь Лемочка еще сыграет, например?
действительно аншлаги, действительно люди покупают заранее билеты, и такого не было, чтобы люди еще билеты перепродавали там, и так далее. Очень приятно. И самое главное, что вот посредством данного спектакля идет привлечение большого количества зрителя, не только молодежи, которую мы как бы практически всегда агитируем, там, школы, студенты, да, но и старшее поколение, которое, в принципе, не привыкшее ходить в театр. Мы видели в зале, Да. да, очень много людей, очень разная аудитория была. Да, абсолютно. Вплоть до стариков, которые очень тяжело приходят, но идут с большим интересом. Вот это радует очень, да. Целыми семьями. Да. По информации, в прошлом году, в 2018 году в России театры посетили около 40 миллионов человек. Вообще говорят, это даже рекорд. И эта информация, она идет вразрез с тем, что многие говорят, что в последнее время театральное искусство, оно переживает не лучшее время. Вы согласитесь с этим? Не было 90-е годы в связи с новой системой информации, интернета, телевидения. Все думали, что театры погибнут. Это была страшная такая новость шла. Но, к сожалению, или к общей радости наших недругов, театр оказался сильнее этой информационной этой информации. По существу, на сегодняшний день и все театры, в буквальном смысле, сегодня жаждут встречи. И Ингушетия в том числе, ведь посмотрите, это очень интересный зрители ингушской национальности нашего региона. У нас эта театральная форма, вот мы начали только работать в полной мере с образованием республики, понимаете, а сегодня на примере русского, ингушского театра заполняемая зала, люди идут с радостью. Вы понимаете, это мы не говорим о московской театральных коллективах, имеющие столетние свои традиции. А тут, пожалуйста, наш зритель, самый добрый, самый наш уважаемый, посещает наши спектакли на ингушском языке, на русском языке. И театр кукол чем хуже? Посмотрите. И вправду, мы живем. А что сегодня? Я, например, тяжело отношусь к телевидению. У меня, извините, точно, я смотрю, и вообще, может быть, даже не буду смотреть, скоро это центральное телевидение. К сожалению, есть и такие факты. Мне ближе родной свой театр, и наш зритель идет к нам навстречу. Вы знаете, по поводу того, что вы сказали, что вот тяжелые времена и театр, когда вот был юбилей там в Москве, Константин Райкин сказал одну очень интересную вещь. Это действительно правда, что театры в тяжелые времена, в военные годы, вот многие театры в Москве зарождались именно самые тяжелые времена. И на этом, например, того даже Тюз, да, наш Муса, после войны в Чечне они приехали беженцами, жили в Доме культуры, там в Сунже, в старом этом здании, и создавали театр юного зрителя. Вот в эти тяжелые годы, в тяжелые времена, да, Муса, когда до театра вообще никому дела не было, а театр-то родился, вот уже сколько, 25 лет вам, Муса? Да, 25 лет. А зарождался он очень тяжелые времена, это правда. Даже больше, чем 25. Так, Муса, ведь если бы не ваша команда, которая решила продолжить и сохранить это дело на территории нашей республики, которая образовалась, конечно, если бы не эти люди, не Муса Хадзиев, не Лейла Хадзиева, Лиза, можно перечислять Дина, да, Хаутиева, то театр юного зрителя, я сомневаюсь, что он был бы сегодня. Ну, я бы больше сказал, театр как таковой, может быть, он и состоялся бы, но он недолго находился бы в таком жизненном пространстве, если бы не было нашего зрителя. И вот Иса здесь сидит рядом, он знает прекрасно, когда мы перевозили свои коллективы сюда, в Ингушетию, мы прекрасно знали, что у нас здесь не было театрального подготовленного зрителя, как вот в Грозном был, да, в других городах страны. Но не было. И театров здесь не было, ничего здесь не было. Да. Поэтому было опасение, что театр может просто, люди занимались своим делом, да, и не было бы контакта с театром. Было опасение такое, но все-таки вот насколько было приятно осознавать, что люди изголодались и с таким
с такой добротой, Такой благодарностью, с такой благодарностью шли навстречу в театр, на спектакли, и после спектаклей и оставались, и поговорить с актерами, и с руководством. И очень много слов благодарности было выражено, что ну, действительно, не будь зрителя, театру не выжить. Можно сказать, что внимание зрителей театры все-таки вернули, и сейчас очень популярно посещать театры. По крайней мере, в российском пространстве вы, будучи в гастролях, наверное, ощущаете, вот если сравнивать регионы, наш регион и все остальные, в которых вы бываете с гастролями, где больше популярно театральное искусство, где больше все-таки зрителей? Ну, естественно, есть театральные города, как их называют. И говорят, вот Столица. Ярославль театральный город, да, потому что первый театр России родился в Ярославле, Волковский театр. Магнитогорск театральный город. Ну, вообще, к примеру, есть такие города, которые говорят, это театральный город, потому что там люди просто вот стабильно ходят в театр. Но у нас это была, конечно, большая проблема. Сейчас... Ну, вот наш театр, например, мы уже побывали в более чем 11 международных фестивалях, представляли нашу республику, театр, работы наши, и старались как бы представлять нашу драматургию. Помимо того, что мы работали и в современной классике, скажем, русская, зарубежная, но в основе своей мы возили на эти фестивали именно наши произведения, наши сказки. И насколько было приятно, что вот те же и Самара, Казань, да, вот много там перечислять, Тамбов, Рязань, очень много городов, зрители, я опять повторюсь, после спектакля оставались люди, а вот мы не знали, вот, ну, насколько уже у вас красивая культура, говорили. И они это все прослеживали через спектакли, через язык. Мы даже специально оставляли определенные моменты в спектакле на ингушском языке, чтобы они могли понять хотя бы не смыслово, но Мелодику. слухово они могли понять выражение, вот этот напор, вот все. И они были потрясены и традициями, и обычаями нашего народа. И это было настолько приятно, и настолько это радовало нас, да, что, естественно, мы с удовольствием ездим и встречаемся с людьми, и все время говорим о том, что есть, да, вот такой маленький субъект России, маленькая Ингушетия, в которой есть много театров, талантливые театры, идущие в ногу со временем, с серьезным мышлением со своим, да, это, и у многих возникает желание приехать просто сюда, к нам, и у театров тоже. Многие с удовольствием готовы приехать, работать, познакомиться со зрителем нашим. И приезжают. И приезжают, да. Муса Магомедгереевич, хочется представить вашу новую постановку «Гроза» по мотивам очень сложного произведения Островского. Давайте посмотрим. Видишь ты какой? Какой? А еще хочешь на воле пожить. Каждая новая постановка – это новое ощущение, новый смысл, вложенный в сюжет и бесценный опыт как для актеров, так и самого театра. Вот ингушский ТЮЗ, задумав выйти за рамки своего репертуара, решил поставить спектакль по мотивам известной пьесы Островского «Гроза». Знакомые со школьной скамьи персонажи Кабанихи, Тихона и Екатерины сегодня с помощью кукол на сцене обыгрывают актеры театра юного зрителя. Это пока только репетиция. За листки сценария в руках, забывчивость текста и повтор одной и той же сцены ругать никто не собирается. А я уже там. Дай Бог маменьку! В постановке, как и в самой пьесе, поднимаются вечные проблемы в отношениях и влияние института семьи в целом на определенных героев. Но на первый план в сегодняшней постановке выводит даже не главную героиню, Катерину, а саму Кабаниху, деспотичную мать и свекровь, которая держит бесхарактерного сына и невестку в ежовых рукавицах. Для самой актрисы, играющей роль Кабанихи, в школьные годы этот персонаж виделся именно так. Но сейчас уже как зрелая женщина и мать Дугархан Хаутиева смотрит на когда-то нелюбимого героя пьесы с большой симпатией.
Если мать говорит, что так должно быть, почему считает, что она слишком груба, слишком ответственна? Например, снохи могут посчитать, если свекровь говорит, что вот так должно быть правильно, что она слишком жестока к ним, что она неправильно к ней относится, что она ее не любит. Нет, это не из-за любви, не потому что не любит. А, во-первых, по моей героине, она очень любит своего сына, но она знает и где-то чувствует, что он как-то себя неправильно ведет. Блин, там отец Егорова. Можно меня добрым словом Короче, спать. Да. Поставить сложное драматическое произведение взялся главный режиссер музыкального драмтеатра Ахмед Альянов. Признается, вначале встал вопрос, как преподнести спектакль, даже если он ориентирован на учеников старших классов. Ведь надо не только порадовать зрителей яркой игрой и увлекательным сюжетом, но и показать это таким образом, чтобы они извлекли для себя из постановки ценные уроки. Потому на сегодняшней сцене актеры играют в живом плане, когда и кукла, и сам артист на сцене вместе. Изюминка игры кроется в том, что после ухода кабанихи актеры тут же отбрасывают куклы и играют без них. Так же, как снимают свою шкуру, они также бросают эти куклы. И они дальше существуют практически на оголенном нерве. Это то, что они хотят, то, что они видят, то, к чему они стремятся. А сама кукла, появление куклы, именно при матери, это то, ну, будем так говорить, это, если проще говорить, это те маски, которые они одевают, когда мама рядом, и они, в принципе, выполняют все, что она говорит. В последние годы в репертуаре ТЮЗа появились спектакли не только для детей, но и для старшеклассников из ингушской драматургии и зарубежной классики. К примеру, совсем недавно ТЮЗ представил на сцене пьесу Шекспира «Гамлет». В год театра на очереди русская классика. Мы представляли этот сюжет с такими словами: «Гроза надвигается на ингушского зрителя». Почему выбор пал именно на грозу, именно на это произведение? Ну, у нас как? У нас в планах стоит как бы замысел театра делать охват как можно большей зрительской аудитории и возрастной категории зрителя, чтобы мы могли не только для маленьких, да, там, допустим, «Колобка» играть, для более средних какие-то другие спектакли, для более старших свои определенные спектакли. Ну а для старшего возраста «Колобка» же не покажешь, правильно? Поэтому необходимо определенного уровня и взглядов пьеса. «Гроза», на мой взгляд, сегодня она актуальна. Актуальна чем? Актуальна тем, что мы призываем людей обратить внимание на то, что самые большие ценности, которые из уст в уста, из поколения в поколение передавались нашими предками, сегодня дошли до нас, мы, скажем, ну, грубо говоря, можем потерять. И вот чтобы мы их не потеряли, чтобы мы чтили и помнили о том, что же все-таки является стержнем нашей культуры, нашей жизни, да? Вот почему-то откуда-то вот это все как-то вот вылезло из русской классики. Ну, это в принципе одно и то же. В каждом народе, в каждой культуре и в любое время народы пытаются сохранить свою культуру, свои традиции, свои обычаи. Естественно, и также и в драме Островского, да, «Гроза», то же самое. Это мать, которая пытается сохранить устои вот того общества, в котором она живет, и не дать детям погибнуть. Вот они хотят этой свободы. А что за этой свободой следует? Свобода, она не предполагает вседозволенность и все что угодно. Есть определенные рамки, в которых мы должны находиться, люди имеются. Муса, мне кажется, вот я смотрела этот потрясающий спектакль, ради одной фразы матери, которой она говорит, что не слушайте вы стариков,
а надо нас слушать, вы делаете все по-своему, да, вот ради этой фразы, мне кажется, этот спектакль нужно было поставить. Да, совершенно. Это кульминация спектакля, вот текст «Мать». Да, да, да. Фраза актуальная для всех Очень времен, плохого не центральная пожелает. фигура «Мать». Хочу представить вам еще одну постановку, где тоже центральной фигурой является мама. «Женитьба без благословения матери» – злосчастное красное платье, пожалуй, первой ассоциации со спектаклем. Не принятая матерью сына, невестка возвращается в отчий дом, но ненадолго. Свекровь быстро решает вернуть ее, но из-за плохого зрения вместо своей снохи приводит ее сестру. Нашла коса на камень. خزرولي بقدر يعالج بواق شلواتن بولج وي بواقي مشت خلبيز هاد ميرنان يا از اجراه تجر دحو از ميرنان مشت خليز تصدق ناخا تنك حاجه شلت يا حق تصداشش ديزج ده حماش هيستقطر تيقير. Построенный на отношениях двух женщин, спектакль не оставил равнодушным никого. Неожиданная вариация сюжета хотела как лучше, но получилась, как всегда, одновременно близка и далека от современных реалий. Наверное, этим он и привлекает зрителя. Мне больше понравилась героиня Санет, потому что она очень активная, жизнерадостная. У нее взбалмошный характер немного, но она мне почему-то кажется ближе, чем-то похожих с ней характером. Спектакль был очень интересный, веселый. Я не откажусь еще раз прийти на их спектакль. Наверное, как Саня отреагировала, подумала, что это как-то неправильно. Но нужно больше проявлять добродушие к невестке, которая пришла к тебе домой. Все-таки это для нее новый дом, и нужно как-то более отнестись с ней лояльно. Невестка и свекровь – многовековое противостояние, которое каждый день приобретает разные формы взаимоотношений. Их суть одной сценкой выразили в комедийном спектакле. То, что было сегодня на сцене, это было что-то из ряда вон выходящее, потому что актеры сами получали такой адреналин от зрителя. Вот, и это было и нам понятно, и им понятно. Было полное взаимопонимание. Без спойлеров, но заключительная новость стала причиной искреннего счастья матери, что она даже забыла свою обиду на сына и простила маленькую шалость Санет. Ну, чем разрешилась эта история, зрители смогут узнать, посетив этот спектакль комедийный. Муртаз Хасанович, вы сердца ингушских зрителей захватили давно, и до сих пор в этих сердцах люди до сих пор интересуются, а вот когда будут еще миниатюры. И в интернете до сих пор ваши старые сценки, в которых вы участвовали, они очень популярны. И хочется спросить такой вопрос, а будет ли продолжение и когда оно будет? Продолжение именно миниатюры или продолжение телевизионных каких-то сюжетов? Телевизионных ваших сюжетов, которые... мы как-то уже говорили об этом, что телевизионные сюжеты уже для нас они в прошлом. Мы считаем, что время именно вот такого жанра передачи и построение передач в таком виде, оно немного уже ушло. Немного должен быть сейчас другой подход. И учитывая то, что прогресс и в съемках, сейчас съемки делаются совсем по-другому, сценарии совсем по-другому пишутся, и юмор, он тоже, что бы мы ни говорили, он поменялся. Если раньше, допустим, мы возвращаемся на 20 лет назад, если что-то воспринималось легко, если это как бы для зрителя было понятно, то для настоящего зрителя, опять же, мы берем молодого зрителя, он это воспринимает уже совсем по-другому. Именно в этом плане мы немного остались в том времени, в таком хорошем для нас времени, может быть, и для зрителя того времени. И мы уже как бы говорили, что нужны новые актеры, новые лица нужны, и заниматься этим должна уже молодежь. Вот именно вот телевизионными вот этими роликами и телевизионными передачами. Если мы возвращаемся опять же к театральной нашей работе, то вот спектакль, который вы только показали, отрывки спектакля, он был в нашем репертуаре. Просто из-за того, что год театра, мы решили осуществить вот такой вот проект,
в котором мы должны объездить все дома культуры населенных пунктов. Начали мы с Назранского района. Вообще в Назранском районе 9 домов культуры. Каждый населенный пункт, он уже имеет свой дом культуры. И, соответственно, для того, чтобы привлечь зрителя туда, чтобы он знал, что есть дом культуры, что туда приезжают творческие коллективы и театры в том числе, и что они привозят интересные какие-то постановки. Мы сделали этот проект, он абсолютно бесплатный, зритель не покупает билеты именно вот на этот вот спектакль. И, соответственно, мы привлекаем пока зрителя, а дальше уже наши коллеги, я думаю, за нами последуют тоже. И, соответственно, и зритель, он уже будет уже немного подготовлен. Вот такая история. Вы подготовьте, а мы поработаем. Да. Вот планы на 2019 год вы нам раскроете? Планы на 2019 год у нас запланированы, хотя некрасивое слово запланировано. 2 постановки, это одна русская классика, в переводе, опять же, на ингушский язык, она будет на ингушском языке. Опять же, возвращаемся к тому, что мы обслуживаем молодое поколение, то есть это и студенты, и старшеклассники. И вторая постановка, она у нас будет на национальной драматургии. То есть и та комедия, потому что мы должны привлекать зрителя. Это не говорит о том, что не нужны драмы, драмы они нужны. Нужны спектакли, которые вызывают какое-то отношение у зрителя, чтобы ставились какие-то вопросы, чтобы зритель, он в процессе спектакля, после спектакля задумывался о чем-то, что хотели сказать спектаклем. Недавно, именно в год театра, был спектакль, состоялся премьера спектакля «Ганс» в Ингушском драматическом театре. Тоже спектакль комедия, но заставляющий думать. И вчера мы побывали тоже на спектакле театра юного зрителя «Гроза». У нас очень хорошие, большие впечатления после спектакля. И мы, пользуясь сейчас моментом, хочу попросить зрителя, чтобы они ходили вот на спектакли и на «Ганс», и на «Грозу». Потому что эти спектакли, они немного отличаются от того, что они привыкли. Потому что заставляют думать. А это, наверное, сегодня это немаловажный момент именно в работе театра. Да, в Барт и в русский можно не ходить. Мы, в свою очередь, будем призывать... В Барт ходят бесплатно. Да, еще Очень не и на хочешь. постановке Барт. Вы отметили, что нужно именно молодежь привлекать в работу. Говоря о подготовке наших молодежи, обучении молодежи, вот хочется у вас спросить, мы направляем молодых людей на обучение. Возвращаются ли они к нам в республику или же остаются все-таки там, где они проходили обучение? Вообще, как поставлена эта работа? Расскажите, пожалуйста, и как охотно наши ингушские ребята идут на обучение? Начинается год, и, в принципе, начинается новая подготовка, подготовительная работа по набору абитуриентов в профильные вузы, в том числе и в театральные вузы Российской Федерации, с тем, чтобы они потом вернулись, конечно, к нам в республику. Но сказать о том, что они все возвращаются, это будет лукавство с моей стороны. Конечно, хотелось бы, чтобы вернулись. Хотелось бы, чтобы вот сейчас изменения в программе целевого набора абитуриентов произошли и в российском законодательстве. И недавно мы получили пакет документов, теперь это звучит целевое. Был раньше кампания по целевому приему абитуриентов в вузы. Теперь это называется целевое обучение. Вот. И разница там немножко в процедурных, там, в общем-то, вопросы изменились. Этапы там, ну, такие чисто, да, проходящие этапы для абитуриентов.
Ну, я думаю, что сложности это особо и не вызовет и не повлияет на то, что меньше или больше будет студентов мы будем получать. Да, хотелось бы, чтобы они вернулись и пополнили и коллективы творческие 4 наших театров. Мы знаем, что какой бы талантливый состав театральной труппы не был, он должен обновляться. Такой, закон природы такой, в конце концов, и вообще и творческий, и человеческий. Поэтому я думаю, что исключений не будет, и в ближайшие годы с этим проблем не будет. Вот уже сейчас по предварительному набору, по предварительным таким такой информации, которой я располагаю, и в министерстве она аккумулируется, где-то порядка уже больше 30 заявлений от наших молодых людей, девушек, парней, которые бы желали учиться в профильных именно вузах сферы культуры, в том числе и театральных. Я имею в виду и ГИТИС, в первую очередь, это наш лидирующий вуз. История ГИТИСа началась в 1878 году. Тогда при Обществе любителей музыкального и драматического искусства в Москве открылась музыкально-драматическая школа, впоследствии ставшая институтом. В 1922 году в результате его объединения с государственными высшими театральными мастерскими под руководством Мейерхольда в стране появился первый театральный вуз – Государственный институт театрального искусства. И хотя старейшим театральным заведением в России считается Щепкинское училище, именно ГИТИС первым среди вузов, где готовят мастеров сцены, получил статус университета. В ГИТИСе 8 факультетов и 20 кафедр. Здесь готовят будущих актеров, режиссеров, театроведов, балетмейстеров, сценографов и продюсеров. В основе обучения принцип мастерских. Из года в год именно здесь самый большой конкурс на актерские и режиссерские факультеты. 300 человек на место. И дело не только в популярности этих профессий, но и в том, как они преподаются в ГИТИСе. Это единственный в России театральный вуз, где актеры и режиссеры учатся вместе, в рамках одной мастерской и у одного мастера. Мы в этом году удачно, у нас получится, чтобы студенты все-таки от нашего региона пополнили и ряды вузов, и точно так же, чтобы они вернулись. К сожалению, вот это наша проблема с тем, что да, они поступают, да, учатся, но, к сожалению, они после окончания, многие остаются или в Москве в том числе. Это очень привлекательно бывает для наших студентов. Там и предложений, конечно, больше, и они как-то считают, что пока молод, он может и реализовать себя в большем. Молод, амбициозен. Да, амбиции, да. Ну, это нормально. Сейчас новое, но по обучению, по теперешнему вот этому 3 года проекту, должна отработать. Да, это вот система советского периода, кто вот помнит, была такой плановая подготовка студентов, когда они обязаны были отработать по месту, откуда было. Ну это же прекрасно, это уже готовая работа, это уже работа. Да. Уже Во многих регионах, работу. кстати, эта программа, она в принципе уже до выхода даже вот этого документа уже работает. Во многих регионах они прикрепляют таким образом студентов, специалистов. Я думаю, что это, в принципе, повлияет на то, что мы все-таки получим своих абитуриентов, студентов и специалистов уже поэтапно. Я бы, например, хотел выразить просто свое мнение. Здесь могут согласиться или не согласиться с ним. Я просто знаю по опыту
работы. Вот мы, например, у нас в театре все выпускники Ярославской театральной школы, да, одной из тоже старых театральных школ. И у меня есть актеры, которые оставались. Они после института оставались там и работали в разных московских театрах. А домой-то возвращаются? Но они все равно возвращаются и уже более как бы опытом, насыщенные вот этой вот столичной работой, насыщенные, напитанные работой с разным актерским составом, с разным режиссерским составом. Это вот, ну, далеко ходить не надо, Батыр Кациев, да? Насколько яркий, интересный молодой актер, парень, который, да, он после института, он работал в нескольких московских театрах, но в итоге он приехал домой, уже с тем багажом, который он там получил, и уже здесь реализовывает себя на нашей сцене. Но я не говорю, что это вот все должны так делать. Нет. Выезжает энное количество людей в институт, они должны, конечно, отучиться, должны приехать, какое-то время поработать в театре, может быть, понравится, может, не понравится. Они могут потом уже реализовывать сами себя где-то на стороне. То есть это нормальная практика для любого актера. У нас есть так вот несколько человек в Москве работает в театрах, мы вот ждем, когда им там надоест или их оттуда выгонят, когда ждем, когда приедут. У нас большая работа вот с 2004 года проводится по Южному федеральному округу, вот Зара тоже, да, ассоциация театральных деятелей, как раз осуществляет вот набор именно прослушивания. В мае месяце приезжают лучшие театральные деятели из ГИТИСа театра, вуза нашего, да, и прослушивают молодых людей из близлежащих регионов и дальше, которые, в общем-то, после этого имеют шанс успешного там поступления для первый отбор они проходят здесь, да, а потом это очень тоже второй этап стимулирует. Но это надо отдать должное. Это очень вот, большая работа, всяческая на самом деле. Такая упорная инициатива Микаила была, да, в свое время, когда он просто сам выезжал в Москву, привозил этих специалистов, да, делал отборы, ну да, контакты были со всеми регионами СКФО нашего, да, они все приезжали. Сначала было мало. Уже вот... Сначала только наши поступали. Да, только наши были. Да, а потом уже это все начало обрастать. И сейчас очень много представителей с разных регионов приезжают к нам сюда, сдают экзамены. И вот у него еще спектр большой вот этой работы, да, которую он проделал. Там не только, скажем так, актерское, да, отделение, там есть и сценаристы, там и менеджмент, там и музыкальный театр, там очень много профильных каких-то профессий, которые ребята могут получить, то есть зав. Литературной частью. То, чего сегодня практически не хватает, именно даже здесь. Такие многопрофильные даже, я бы сказала, специальности. Журналистика, например, казалось бы, да, театральная. Да. Но этот человек может, в принципе, быть журналистом, который освещает вопросы культуры. В первую очередь, искусство. В любом журнале, в любом... это путевка, в любом случае путевка в жизнь, это серьезное образование. И таких направлений очень много. И, конечно, не только вот сейчас мы остановились на ГИТИСе, да, конечно, заслуживают внимания и другие вузы, и близлежащие, потому что не все, не во всех семьях, да, могут и отпустить, и поддержать, в смысле своего ребенка своего, для того, чтобы не один год, чтобы он там обучался. Это, конечно, накладно для многих семей. Там, где кому... То есть есть выбор у наших молодых людей,
выбрать вуз не проблема. Мы всегда, пожалуйста, можем оказать помощь в этом. Да. И я вот, пользуясь случаем, просто хотела бы телефон зрителям нашим продиктовать: 22 64 57, 22 64 73. Это номера телефонов отдела искусства и досуговой деятельности Министерства культуры, который занимается работой именно вот в период кампании набора студентов в вузы сферы культуры. Так вот скажем. Поэтому просим. В интервью одному из наших журналистов вы отметили, что когда вы проходили обучение, у нас в народе, как говорится, актерское мастерство, оно было не столь востребовано, да и по сей день у нас предпочитают более, скажем так, приземленные профессии. Есть ли возрастающий интерес к актерскому мастерству, да и вообще к таким культурным профессиям? Вы знаете, как ни парадоксально, то в те годы, когда поступали мы, больше было желающих поступить в театральные вузы. И когда объявлялся конкурс, когда я поступала, я помню, просто забитый был коридор, и абитуриенты. Я не знаю, почему так происходит, хотя театры популяризируются, и искусство, и вообще республика развивается, должны больше тянуться. Очень тяжело сейчас с абитуриентами, очень тяжело. Там проблема еще, вот, я думаю, потому, я извиняюсь, что перебила, там просто есть желающие среди молодежи родители поступить. Не пускают, тоже есть. Родители, плюс там еще проблема, базовая подготовка очень невысокая у наших абитуриентов. Они не могут набрать необходимое количество баллов, то есть результаты ЕГЭ, оказывается, там, допустим, 41 балл нужен, а у него там 39 и так далее. И вот были такие случаи, когда приходилось... Ну, это проблема, да, мне кажется, везде с баллами, в любом вузе. Но дело в том, что мы информируем наших потенциальных, так сказать, абитуриентов, студентов о том, что уже начиная с января-февраля определяйтесь специализацию себе, если гуманитарное какое-то направление, и человек хочет именно в этом направлении выбрать себе профессию, чтобы он уже думал о том, чтобы пройти сдачу экзаменов и чтобы набрать нужное количество. Плюс этому молодому человеку или этой девушке нужно, конечно, творческий какой-то иметь потенциал. Для этого существуют при театрах, мы еще уже несколько лет об этом говорим, и при Русском театре существует, да и при других театрах наших, пожалуйста, в свободной такой, можно сказать, обстановке, очень доброжелательно наши и театральные деятели готовы любую и оказать и консультативную помощь, и мастер-классы, и семинары устроить. С этим проблем не бывает. Мы очень даже и не раз обращались и к нашим зрителям, и к тем молодым людям, которые приходят с тем, чтобы сдать документы, и узнают, чтобы, пожалуйста, наши деятели готовы с ними сотрудничать до их, так сказать, поступления. Я так понимаю, при театрах тоже у нас действует, да? Да, у нас идет подготовка. Они успешные? Встречаете ли вы самородки, скажем так? Кружок у нас есть. Да, но у нас готовятся ребята к поступлению в ГИТИС, но это не значит, конечно, что они 100%. У нас были случаи, когда у нас 2-3 года поступал, у Мали Таршхоев, например, на 4-й раз только поступил. Но тем не менее, вот приведу пример. Звонит мне не так давно, неделю назад, наверное, моя сестра двоюродная, недалеко, да, ходить, и говорит: у вас там в министерстве объявлено там объявление, что есть строительный институт поступать. Я рисую и так далее. Хорошо. Я говорю: зачем тебе строительный институт? Я все узнаю, конечно, но посмотри, есть в ГИТИСе факультет сценографии. Если ты рисуешь, то там есть шикарный факультет сценографии, где есть отделение художник по сценическому костюму, например, да, или тот же сценограф, художник-сценограф. Она говорит: хорошо, я посмотрю, вроде как заинтересовалась, но потом говорит: нет, знаешь, давай лучше я в строительный институт пойду. Почему-то он ей показался более надежным. Ну, там специальность дизайнеров, архитектура. Хотя это сценограф, это штучный товар. У нас просто один сценограф на всю республику, да, насколько я знаю, профессионально обученный. Профессионально, который отучился у Райкина в институте. Это Ерыжев, да, Микаэл? Да. Я не знаю еще кто, может быть, кто-то есть, я не знаю. Но это штучный товар, это редкая профессия, которая стоит просто
за нее вцепиться. Но люди просто, ну, настолько мышление у людей, вот, я не знаю, сужено, они думают, что это театр, вот и все, от артисты, вот и все. Нет. А вокруг этого есть еще много профессий, много интересного, очень много интересного. Люди почему-то... Да, про некоторые проблемы с трудоустройством это было бы актуально. Ну вот Инесса у нас, да, Мазиева закончила, да, театроведческий факультет ГИТИСа, это факультет журналистики. Она просто образованнейший человек на сегодняшний день, да, можно ее вот так назвать, что девочка очень хорошо образована, очень хороший институт. Умничка. Умница, да. Закончила хороший вуз, который очень престижный. Поэтому я призываю просто нашу молодежь прийти, посмотреть, какие есть факультеты, они очень интересные на самом деле. Не нужно быть обязательно актерами, нам еще много кто нужен. Сопутствующие профессии тоже есть ведь много, и светорежиссура, звукорежиссура и так далее, там много всего. Очень важные, кстати, очень востребованных. И, Хава, если можно, я вот хотела просто, пользуясь случаем, раз у нас уже был этот, так, вскользь затронуто, такая вот традиция, она, может быть, не специально была так задана, сложилась, что у нас, например, театр, вот Муса коснулся, они, костяк театра, это выпускники Ярославского института. Костяк театра русского – это Щукинская все-таки школа, да? Костяк театра ингушского – это меркурьевцы, насколько я, да, ИСА? Там большая группа. Там большая группа, да? Институт. Разные институты. Да, конечно. Там и Тбилисская студия, меркурьевцы. Да. Там Воронежская студия, все у нас есть. У вас это большая нет группа. Такого, чтобы что-то было, чего-то больше превалировало, да? Нет, у нас группы в полной мере. Возрастные все есть. Это группа, которая училась в Грозном. Замечательная группа. Вот Муртаз Азиев, Ахмед Тивлеев. Это наша гордость, это наша радость республики. Когда занавес открывается, люди видят, радуются. Вот вам и есть тот творческий потенциал, ради чего мы и работаем. Чтобы в каждом театре, увидев этих актеров, открывается занавес, все начинают радоваться, хлопать и приветствовать. Это не московский, не ленинградский, который я закончил. Это вот, пожалуйста, чечено-ингушский курс, который был набран замечательными педагогами, Цицкиевым Магомедом. Это их ученики. Видите, потенциал республики очень огромный. Просто есть и желательно, чтобы дети выезжали и в Москву, и в Санкт-Петербург. У нас сценографы в Америке есть, ингуш, есть в Норвегии, потому что они не получили здесь должного внимания. Сегодня это специалисты мирового уровня. Надо работать с этими специалистами на этой земле, с государственной поддержкой. Надо сделать так, чтобы мы обучали своих специалистов и научились работать в Ингушетии. Понимаете, есть 1000 причин, по которым наши замечательные дети не могут выехать. Ваш и наш общий национальный танец ингушский, никакое хореографическое училище, московское, ленинградское, кто бы то ни был, не научит танцевать лезгинку. Да. Значит, надо открывать высшие вузы при государственном университете. Вот это вот есть самое настоящее, с этого надо начинать. А Москва, это замечательно, что Министерство культуры проводит эту акцию, оттуда вырастут специалисты высокого уровня. Да. Но нужна сначала подготовка. Было бы замечательно, если бы сегодня государство обратило внимание на подготовку специалистов в Ингушетии при государственном университете. Ну, вот кафедру хореографии, и в форме тем, чтобы готовить специалистов на будущий этап, понимаете? Тогда это будет замечательно. У нас маленькая республика. Маленькая республика, но она замечательная, потому что есть такие же театры, которые сегодня работают на федеральном уровне. Это о чем говорит? Что они подготовлены здесь, в Москве, в Ленинграде, но есть и те актеры, которые сегодня радуют на любом уровне и имеющие образование вот Чечено-Ингушетии. Это меня тоже очень радует. Ну, после представления в начале программы Муртаза Азиева у нас режиссерская группа заметно оживилась. Да, действительно, это подтверждение ваших слов. Давайте поговорим теперь уж о материально-технической базе, которая создается у нас в регионе. Как известно, очень много домов культуры было построено. Были у вас гастроли по сельским поселениям. Давайте посмотрим один из спектаклей. ДК Яндери.
Удивительная история одной неаполитанской семьи. История полной настоящей итальянской страсти и живых человеческих эмоций. По сюжету приехавший из-за границы Микеле, которого в нашем варианте зовут, кстати, Микки, встречает своего старого доброго друга Артура, и тот предлагает ему снимать комнату в его доме. Если ты насчет комнаты, Микки, то ты по адресу. Неужели у тебя найдется комната для старого друга, Артура? Конечно. Сам Бог велел мне тебя встретить, Артура. Ну а как насчет цены? Насчет цены? Какая цена между нами? Когда же Микки приходит в гости и встречает его жену Дороти, то понимает, что Артур уже не тот человек, которого он знал много лет назад. Этот легкомысленный фарс во всех красках передает атмосферу типичной итальянской семьи со всеми криками и скандалами. Неси кофе, я сказал. Отойди, Микки, я ее прикончу. Отойди, Микки. Произведение, рассказанное Эдуардо де Филиппо, повествует о непростых взаимоотношениях одной супружеской пары из Неаполя. В итоге они все же по-своему, но любят друг друга, несмотря ни на какие жизненные ситуации. Прибыв в сельское поселение Яндери, мы испытываем особую радость, потому что зритель, на удивление, оказался очень таким гостеприимным, приятным, отзывчивым, готовый подключиться к процессу спектакля, да, стать его соучастником. И, соответственно, это придает какую-то дополнительную атмосферу артистам, которые выступают на сцене. И благодаря этому-то появилась такая композиция между зрителем и, значит, сценой, да, где выступали артисты. За это им огромное спасибо. Надеемся, что и впредь будем приезжать как можно чаще. Хочется поговорить о том, что о приятной новости, что будет построено здание для драмтеатра. Расскажите, пожалуйста, когда планируется, где? Планируется строительство здания русского, по-моему, театра. Да, я могу даже зачитать. Русского театра на 19-й год начало было запланировано. Проект строительства первого в Ингушетии драматического театра получил одобрение государственной экспертизы. В конце апреля Минэкономразвития РФ рассмотрит вопрос о его включении в федеральную адресную инвестиционную программу, сообщается на сайте правительства республики. Здание нового русского музыкально-драматического театра разместится в 17-м микрорайоне столицы республики Магаси. Театральный зал будет рассчитан на 650 зрительских мест. Планируется, что в театре будут проходить не только театральный спектакль, но и концерты, и выставки, и другие культурно-массовые мероприятия. Пятиэтажное здание театра будет обустроено по последнему слову техники. В зрительном фойе установят 2 лифта, еще один появится возле артистических уборных сцен с порталом размером 11 на 7, 50 метров. Будет оснащена вращающимся кругом диаметром 12 метров. При этом сцена спроектировано так, что оркестровую яму можно будет перекрывать и использовать пространство в театральном действии. Ну, полную информацию нам Зара дала. Я готовилась. Предвкушение, да. Я думаю, ну, это, да, хорошая новость. Актеры тоже, это очень хорошая. Ну, там и в Магасе у нас должен быть построен театральный целый комплекс. Да, да, читаю дальше, Исаак Булыч, по такому случаю. В 2015 году проект строительства русского театра вошел в перечень поручений президента Российской Федерации. Кроме того, в Магасе в ближайшие годы будут построены Государственная филармония Республики Ингушетия, Республиканский театрально-культурный комплекс, Республиканский музей краеведения, Национальная библиотека. Также запланировано строительство здания Государственного колледжа искусств в городе Назрань. Ну вот в точности мы обсуждали со специалистами, которые проектируют театральный вот такой комплекс в Магасе. Там представляется нам огромное здание, где будет находиться Государственная филармония, на 1000 мест зал. 600 мест отведено для драматического театра, и там же должно находиться Министерство культуры и архивного дела. Вот такой театральный комплекс. Да, это очень большой зал, я просто для сравнения это огромное здание, во-первых, это огромная задача. Если, конечно, она будет выполнена, это большое событие, огромнейшее событие. Я всегда сомневался, и этим специалистам из России с улыбкой говорил, хотя бы половинку чего-нибудь такое получилось бы сделать. И вот совершенно недавно, 2 недели назад, эти же специалисты из России прибыли, они нас поздравляли. Вот, я был, конечно, удивлен, в хорошем понимании этого слова. Конечно, радуюсь за то, что и вправду, может, у нас получится такая радость. Представьте себе комплекс, пусть русский театр, конечно же, будет.
Но филармония на 1000 мест – это огромнейший зал, те же специализированные цеха, понимаете? И наш драматический театр ингушский будет работать на 600 мест, точно так же, как и русский театр. Дай Аллах, чтобы Всевышний нам помог решить эту проблему. Это для нас было бы большой радостью для всего ингушского народа. Еще пару лет назад мы и мечтать не смели, что что-то такое будет на серьезном уровне обсуждаться. И вот конкретно уже... Очень хотелось бы, чтобы народ Ингушетии сегодня прошел все испытания, трудности, был вместе с нами. Этот мир принадлежит театру. Но лучше играть на сцене нашего театра, быть вместе с актерами в наших театрах, понимать, что происходит сегодня в республике, поддерживать доброе, светлое, красивое, чтобы мы больше радовались творческим встречам, пожелать здоровья Ингушетии, с тем, чтобы мы все вас очень уважаем, ждем всегда в зрительном зале, волнуемся. Нет таких театральных деятелей, которые бы не волновались бы по всем событиям. И очень хотелось бы, чтобы мы научились понимать друг друга, радоваться новым встречам, новым постановкам. И самое главное, чтобы мы все были вместе. Я хочу вас поблагодарить за то, что нашли время прийти к нам, ответили на наши вопросы. Я хочу представить нашим зрителям вновь участников нашей программы. У нас в гостях был Иса Чехкиев, художественный руководитель Ингушского государственного драматического театра имени Базоркина, Муса Хадзиев, директор Ингушского государственного театра юного зрителя, Муртаз Азиев, директор студии театра и кино «Берт». Мака Куртоева, начальник отдела искусств и досуговой деятельности Министерства культуры и архивной деятельности Ингушетии, и Зара Базоркина, художественный руководитель Русского государственного музыкально-драматического театра. Спасибо вам еще раз. Вас, дорогие телезрители, я тоже благодарю за то, что были с нами. И до новых встреч в эфире «Национального».